И снова здравствуйте. Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Сегодня в программе. За 3 дня 59 инициативных групп. В ЦИК начался процесс регистрации. 1700 предприятий на 255 страницах. Презентован ежегодный каталог предприятий ТПП Абхазии. 21 января началось выдвижение кандидатов в депутаты парламента Абхазии. По данным Центра избиркома, за 3 дня зарегистрировано 59 инициативных групп и 1 политическая партия по выдвижению кандидатов в депутаты Народного собрания. Процесс регистрации инициативных групп в ЦИК достаточно активный. Парламентские выборы состоятся 12 марта. Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты продлится до 10 февраля включительно. Решением ЦИК образовано 35 избирательных округов по выборам депутатов парламента. Опубликован список избирательных округов с указанием границ, численности избирателей и места нахождения окружных избирательных комиссий. Национальный банк Республики Абхазия участвовал в 45-й ежегодной международной нумизматической конференции выставки, проходившей в Соединенных Штатах Америки в Нью-Йорке. В конференции участвовали крупнейшие аукционные дома, кредитные организации, частные коллекционеры, издательства. Подробности о том, как прошла выставка в США, где Абхазия выступала как независимое государство, в материале Ренаты Шакая. Участие Банка Абхазии в крупнейшей международной нумизматической конференции – один из этапов проводимой Банком Абхазии политики по позиционированию памятных эмиссионных монет страны на международном нумизматическом рынке и включению в старейший нумизматический каталог Краузера. Мы там были представлены как Национальный банк Республики Абхазия. Мы выставили монеты, которые были имитированы Банком Абхазии с 2008 года. Существуют такие же выставки и крупные в Гонконге, в Германии. Не знаю, получится ли нам везде принять участие и представлять Абхазию, но мы будем вести работу в этом направлении. Нам это нужно даже и не только для того, чтобы позиционировать Абхазию и Абхазский банк Абхазии как независимое государство и национальный центральный банк нашей страны, но и также участие в таких серьезных выставках позволяет рассчитывать на то, что монеты, которые выпускает Национальный банк Республики Абхазия, попадут в самый известный международный нумизматический каталог, где представлены практически все монеты со всего мира. И для нас очень важно, чтобы монеты Банка Абхазии наряду с монетами других стран мира были представлены в этом каталоге. Я думаю, что мы будем продолжать работу в этом направлении, и у нас получится. Сотрудники Банка Абхазии представили делегатам конференции и членам профессионального нумизматического сообщества доклад-презентацию о нашей стране в банковской системе, подробно осветили эмиссионную деятельность Национального банка Республики Абхазия. Все мы знаем о трудностях, с которыми наша страна сталкивается на международной арене. Одно дело проводить, мы участвовали в России, и другое дело в странах, которые нас не признали. Но мы провели достаточно большую работу подготовительную. Велась правовая поддержка, юридическое сопровождение, это и грамотно оформленные контракты. Ощущение ответственности, естественно, было, так как это впервые в истории, когда монеты Банка Абхазии, в принципе, Республика Абхазия была представлена на таком высоком уровне, и мы очень рады, что все прошло именно так, вызвали большой интерес. Наши монеты не оставили никого равнодушными, начиная от организаторов до частных коллекционеров, кредитных организаций, представителей нумизматических изданий. На стенде Национального банка была представлена государственная символика Республики Абхазия, памятные инвестиционные монеты. Первый систематизированный каталог памятных инвестиционных монет Республики Абхазия, изданный на английском языке. Рекламные демонстрационные материалы. В общем, на конференции было представлено около 30 абхазских монет. Представлены были достаточно много монет. Серия, особенно, которая пользовалась успехом, это города Абхазии. Мы рассказали про вновь изданную монету
посвященный городу Сухум, рассказали о юбилее города, что было 2500 лет со дня основания. То есть, в принципе, участие наше было немного также просветительским. То есть мы рассказывали о стране в целом, люди интересовались Республикой Абхазия, они видели, у нас была атрибутика вся представлена, наши флаги, был показан презентация, доклад о республике. Они сразу начинали искать на карте, смотреть, где находится, что это такое, что за название город Сухум, сколько ему лет. Стенд Банка Абхазии вызвал большой интерес у участников конференции. Куратор конференции Кевин Фолли написал благодарственное письмо в адрес председателя Банка Абхазии Беслана Барателя с приглашением Банка Абхазии принять участие в следующей конференции. Рената Шака, Алексей Гухова, Абхазское телевидение. Полномочный представитель Республики Абхазия в Турецкой Республике Инар Гисба принял участие в конференции «Дорожная карта для российско-турецких отношений в новой эпохе», сообщает Апснопресс. Конференция была организована Ассоциацией евразийских экономических отношений «Эко-Евразия» в Анкаре. В ее рамках Инар Гисба провел встречи с торговым представителем России в Турции Айдаром Гашигуллиным и депутатом Великого национального собрания парламента Турции, председателем Комитета российско-турецкой межпарламентской дружбы Риджай Бербером. На встречах были рассмотрены вопросы укрепления абхазского присутствия в контексте реализации российско-турецкого трека. В связи с кончиной кандидата филологических наук, доцента кафедры абхазского языка, руководителя диалектологической лаборатории Абхазского института гуманитарных исследований имени Гулия Эммы Кемыновны Килба создана правительственная комиссия по организации похорон под председательством министра образования Адгура Какоба. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Беслан Барцец. По сообщению комиссии, траурный митинг состоится во вторник, 24 января в новом районе Сухума. Начало в 12 часов. Эмму Килба похоронят в селе Баслав Ачимчурского района. Торгово-промышленная палата Республики Абхазия презентовала ежегодный каталог предприятий, посвященный сельскому хозяйству страны. Помимо презентации, также прошел конкурс художников и выставка продукции абхазского производства. Подробности в репортаже Сарии Смыр. Республики Абхазия продолжает осуществлять различные проекты и формировать услуги, направленные на дальнейшее развитие и совершенствование предпринимательства. Открывая презентацию, президент торгово-промышленной палаты Геннадий Гагули отметил, что в прошлом году был издан каталог, посвященный туризму, а в этом году издание посвящено сельскому хозяйству. Основа всего нашего абхазского государства – это наше село. Не будет нашего села, не будет основ нашей традиции, культуры, языка. Это очень большая ситуация, но мы из этой ситуации решили показать, что в этой жизни крестьяне, которые сегодня живут в очень тяжелых условиях, нуждаются в помощи, во внимании, в уважении, что их не забыли, что они есть. И мы решили весь наш каталог посвятить крестьянству. На этот раз в каталог были включены более 1500 предпринимателей. Это намного больше, чем в прошлом году. Издание из 255 страниц наглядно представляет новые проекты в области сельского хозяйства, различные услуги, а также предприятия, число которых увеличивается с каждым годом. В рамках презентации Торгово-промышленная палата Абхазии наградила ряд предпринимателей за вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли. Мне дали грамоту за активное сотрудничество, потому что именно с торговой палатой они обращались в Абхазский университет. Я с ними сотрудничала, создавали комитет по развитию агропромышленного комплекса. Ну, такой симбиоз, скажем, научной общественности и торгово-промышленной палаты. Конечно, приятно получать грамоту, но хотелось бы более таких реальных, как скажем, изменений в сельской нашей жизни. Также состоялась выставка продажи сельскохозяйственной продукции местных производителей. Каждый желающий мог попробовать, а также купить выставленную продукцию. В рамках презентации была организована и выставка работ абхазских художников. Право выбирать победителя конкурса принадлежало гостям. Каждый из них мог проголосовать за понравившуюся им картину. Так победителем конкурса стал художник Лаша Габелия. Кроме того, все присутствующие приняли участие в розыгрыше специальных призов от ТПП Абхазии. Сария Смыр, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.
Сочи на юбилейном 20-м международном конкурсе фестиваля «Надежда Европы» Гагрский хореографический ансамбль «Афортын», художественный руководитель которого Лев Кецба, был отмечен дипломом первой степени, а также стал обладателем гран-при конкурса. Танцевальный коллектив представил бзыбскую плясовую и аварский танец. Как победитель ансамбля приглашен участвовать в конкурсе «Надежда Европы» в 2018 году в Голливуд. А с 25 по 27 января в Москву на конкурс «Будущее России». Ну и в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 3,5, днем 12-14 тепла. Температура морской воды плюс 9. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.